Так, предлагаю тогда подождать больше участников, буквально 2-3 минуты. И если больше не будет, тогда уже будем начинать, и пускай коллеги вкатываются по ходу встречи. Тогда предлагаю подождать еще буквально 3 минуты и стартуем. Продолжаем. Приглашаю всех включить камеру, чтобы было больше интерактива. Отлично. Приветствую, Екатерина. Как ваше настроение? Все круто? Да, все круто, но если не... Отлично. Сейчас тогда сделаю погромче микрофон. Нормально? Видно? Слышно? Да. Уровень громкости нормальный? Да. Никита, у вас как с камерой дела? Работает? Все нормально? Сейчас нужно настроить немножко. Хорошо. Мы тогда начнем. Тема сегодняшнего хакатона, не хакатона, воркшопа, это как участвовать в хакатонах, зачем это нужно, почему мы решили вам это рассказать, предложить. Также, какие проекты можно реализовывать на хакатонах и какие из этого награды, на каких условиях. Затем мы приступим непосредственно к реализации проекта. Здравствуйте, Анна. Как ваше настроение сегодня? Боевое? Какой у вас код прикольный. У нас сегодня +1 участник воркшопа из белорусской городской фауны. Отлично. Да, в принципе, да. Супер. Просто, может, меня плохо слышно, я не могу наушники настроить. Вас отлично слышно, никаких проблем. Так, получается, реализуем проект для хакатона. Как он выглядит вообще? И что нужно делать, чтобы претендовать на награду. Затем загрузим этот проект на GitHub, чтобы его презентабельно подать жюри. Оформим файл readme.md, описание, как оно все подается, оформляется. Это такое мини-техзадание. Ну и если время останется, оттестируем его. То есть сам проект – это онлайн-гипермаркет, который принимает платежи в криптовалюте. Итак, что такое хакатоны? Сейчас мы немного с Никитой тогда свяжемся. Никита, у вас как с камерой? Все в порядке? Настроили? Да, скоро почуем. Окей, супер. Почему мы решили вообще сфокусироваться на теме хакатонов? На наш взгляд, это наиболее оптимальный и быстрый способ вовлечения вас в разработку, потому что основная проблема – это навык разработки. В ходе воркшопов, как мы заметили, он приобретается достаточно медленно, поэтому The в партнерстве с другими компаниями проводит разнообразные инициативы для начинающих разработчиков, которые только готовятся стать блокчейн-разработчиками, веб-3-разработчиками и для начинающих команд, чтобы люди прочувствовали, что это такое, чем блокчейн-разработка отличается от обычной, и чтобы это было не просто так на интерес, а и было достойно вознаграждалось. Там есть аккаунт. Подскажите, трансляция хорошо видна? Да. То есть изображение четкое, звук хороший, отлично.
чтобы трекать анонсы о хакатонах, рекомендовано быть подписанным на граф данной социальной сети, либо же мы просто вам будем сообщать о таких штуковинах. В общем, буквально в конце июня, точнее не в конце, наверное, в начале июня, граф анонсировал новый хакатон в партнерстве с компанией Base. То есть Base блокчейн входит в топ-10 по объему транзакций уже, насколько я помню. То есть достаточно серьезная компания. И мы видим, что в партнерстве с Base нужно подготовить программный продукт в ходе хакатона. То есть, а что такое хакатон? Может, кто-нибудь участвовал вообще? Представляет вообще, что это? Стоит ли вообще объяснять, что это вообще такое? Или можно пропустить этот момент? Я участвовала в таких хакатонах. Екатерина, вы участвовали? Да, я участвовала 2 раза от Edge хакатона 2000. А можете как-то подвинуть микрофон ближе, потому что вас плохо слышно? Я участвовала в хакатонах. Меня слышно, да? Да, отлично слышно. В хакатонах от Education Belarus, от ЕПАМа участвовала. Это был год 16, наверное, 17. И МТС еще проводил хакатон. Совместно с ГБУ, у них там тоже есть всякие молодежные проекты, они тоже проводили хакатон. Отлично. Значит, уже, в принципе, понятно, что это такое. Анна, у вас как с этим дела? То есть имеет смысл расшифровать, что это такое вообще? Слышали про такое? Да, было бы хорошо. Окей. Хакатон Нет, я раньше не слышала, но интересно. Хакатон – это что-то вроде биатлона. То есть это только там не на лыжах катаются, а кодят. То есть объявляется какое-то соревнование по программированию с призами за какой-то короткий срок. От нескольких дней до, скажем, месяца-полутора. То есть чем серьезнее хакатон и серьезнее призы, тем больше по длительности дается на подготовку программного продукта. Соответственно, граф организует как простые хакатоны, которые длятся от нескольких дней, так и в партнерстве с другими какими-то серьезными компаниями. Они могут длиться, вот как длился хакатон от Base, 1,5 месяца. То есть мы обратили на него внимание именно вот с таким акцентом, почему бы не попробовать вас привлечь к этой тематике, как-то заинтересовать, чтобы вы быстрее вливались в разработку. Итак, какие условия участия и призы? То есть условия участия нужен только паспорт и эквивалент монеты эфира на блокчейне Arbitrum в эквиваленте $6, которые вам вернут после окончания хакатона. То есть это так называемый стейкинг монет, то есть оплачиваемая заявка на участие. То есть вы стейкаете эти $6 на панель хакатона, выбираете задачу, которую вам интересно решать, и, соответственно, выполняете ее. То есть все очень просто. Если жюри посчитает ваш проект, который вы зальете на GitHub, и презентабельно подадите стоящим, то вам выдадут, получается, следующие призы. В случае, если занимаете первое место, $5000 от графа, $3000 за второе место, $2000 за третье. У хакатона есть спонсоры. Это компании из реального бизнеса, которые имплементируют блокчейн-технологию и имеют какие-то продукты, которые уже функционируют на блокчейне у них, соответственно, в парадигме Web3. То есть это Stripe, система платежей, это Shopify, Forecaster, вот та же социальная сеть. Ну, это блокчейн, социальные сети Zora, Flick, SotWeb, Naus, Aerodrome, Synthetics – это все компании, которые работают как и в традиционном интернете и финансах, так и в децентрализованном, на блокчейне. Соответственно, для привлечения каких-то идей они запускают вот такой вот хакатон. Соответственно, после регистрации, сам хакатон называется Build.Atlon. On-Chain Summer Build.Atlon. Такое вот прикольное название. Соответственно, чтобы подать заявку на участие, нужно выбрать трек, в котором вы будете разрабатывать ваше приложение. Соответственно, какие есть треки? Первый – это Payments,
То есть какое-то приложение для платежей, ориентировочных в криптовалюте, например, в том же онлайн-гипермаркете. Это creator, то есть это создание каких-то творческих штуковин, блогинг, микроблогинг, творчество, создание каких-то цифровых артефактов, и все это с применением блокчейна и спонсорской компании. Гейминг-трек, ну понятно, это сектор GameFi, блокчейн-игра, которая будет подключена к блокчейну, там будет какой-то ликвидный токен, либо же она будет запущена на блокчейне с помощью функционирования каких-то смарт-контрактов и прочих инструментов. Commerce Track – это очевидно, что это онлайн-бизнес с применением блокчейна. Discovery Track точно не помню, возможно, что-то связано с путешествиями, не знаю. Social Track это для социальных сетей на блокчейне. Unplugged Track не помню, Trading Track тоже. Мы выбрали Discovery Track. Там сначала не было вообще понятно, что это такое. Ну, для участия нашего подразделения Граф Беларусь. Там было не совсем понятно, для чего это, но в целом мы разобрались по названию спонсорской компании этого трека. Это компания Flick. Мы вам потом объясним, что это такое и что конкретно мы разработали. А разработали мы супермаркет на блокчейне. И подали его на участие. Мы присоединились, получается, только в начале июля к хакатону. У нас было ровно 7 дней до подачи заявки. То есть за эти 7 дней мы успели разработать этот супермаркет, самую такую зачаточную версию. Но, к сожалению, интерфейс хакатона не предусмотрел обновление проекта, и мы буквально успели им презентовать только рабочий сабграф на блокчейне Base. То есть, если бы мы раньше прочухали про него, у нас бы был еще целый месяц перед этим доработать наш продукт. Но, как мы вам впоследствии покажем, что даже простые программные продукты завоевывают хорошие призы по 2-3 тысячи долларов, как было недавно на хакатоне от Зиграфа Waterloo, где мы вам покажем, какие гитхабы проектов, которые взяли призы по 2-3 тысячи долларов. Это, ну, там очень простые проекты. Так что здесь логично выбирать коротко продолжающиеся хакатоны попроще, чтобы претендовать на приз. Вот этот хакатон, он очень серьезный, там не только новички регистрировались, а и серьезные команды, то есть там конкуренция очень сильная. Но в качестве примера, что это такое, как на этом зарабатывать и какие есть возможности, вполне себе нормально. Вот наш Discovery Track. Это описание Discovery трека, то есть секции хакатона, в котором можно подать заявку своего программного продукта на оценку и разработку. Здесь, соответственно, предлагается, ну, мы не будем читать этот текст, чтобы времени не терять, я вам просто расшифрую, что здесь нужно сделать. Есть компания Flick. Это альтернатива AWS или AWS на блокчейне. То есть, что такое AWS? Это, по сути, провайдер вычислительных мощностей. То есть, может, кто-нибудь слышал такую компанию, как AWS? Если... Так, все, отписали. Ага, вот Арсений нам пишет, что у нее что-то с интернетом. Так, тогда... окей. Тогда хотя бы с телефона пока разработка будет минут через 10-15. Все, тогда надеемся, что Анна пофиксит свои проблемы с интернетом. Сейчас я и ей в личку тоже это скину, что можно присутствовать с телефона тогда. Окей.
Так, тогда продолжаем. На чем мы остановились? Забыл уже. Ага, я объяснял, что такое Discovery Track вообще, что такое Flick. И спрашивал, сталкивался ли кто-то с AWS. Ну, видимо, пока еще не слышали. В общем, это платформа предоставления вычислительных мощностей, то есть на которой можно разворачивать программный продукт, приложения, веб-приложения, мобильные, то есть которые предоставляют серверную инфраструктуру. Там можно арендовать просто место на жестком диске, можно арендовать контейнер для веб-приложения своего или обычного приложения. То есть, может, кто-нибудь слышал такие слова, как контейнер или докер? Сейчас я напишу. Да, я слышал, я знакомилась немного с этим. Угу. Тогда приглашаю вас рассказать участникам, ну, что это такое. Ну, поскольку не все слышали, то есть было бы интересно какой-то интерактив получить, чтобы я не был единственным спикером в этом контексте. Так, у Анны отключился микрофон что-то, и она опять пропала. Хорошо, тогда я расскажу, что такое контейнеризация и докер. Как правило, мы работаем с приложениями, функционирующими, у которых обязательно имеется серверная часть. То есть, приложение без серверной части – это не веб-приложение. То есть я думаю, что все с этим согласны. Это просто локальное приложение, которое функционирует у вас на устройстве, оно не связано с сетью. То есть, если подразумевается веб-компонент, то, как правило, это какое-то веб-приложение. Вот. И эта серверная часть, как правило, на одном сервере должны работать несколько приложений. То есть, в контексте блокчейна это блокчейн-ноды. Но если запускать их всех на одном сервере, соответственно, будут конфликты. Программные продукты разные, и они не могут... Да-да. Что-то раздался чей-то голос и пропал. Ну ладно, окей. Программные продукты разные, и, как правило, они могут конфликтовать друг с другом на одном сервере. То есть... Так, форточку открыл, сейчас будет посвежее. Контейнер либо докер – это разбиение сервера, то есть его root-директории на секции, в которой будут независимо выполняться различные приложения. То есть в root-директории, это Linux-сервера, создается виртуальный участок, грубо говоря, некий баг, контейнер, в который помещается наше приложение. Это может быть блокчейн-нода, серверная часть какой-то прилаги, и оно изолированно функционирует в этом контейнере просто. Вот. И, соответственно, это все реализуется, как правило, с помощью программного обеспечения Docker. То есть Docker – это движок, который вы запускаете на сервере, и он реализует все это дело, получается, на вашем сервере. То есть какая есть децентрализованная блокчейн-альтернатива? Что сделали, какое решение на блокчейне, которое делает то же самое, что и AWS и Docker? Это решение называется Flick. То есть мы производим контейнеризацию данную не на каком-то одном сервере в дата-центре, а на разных серверах, разбросанных по всему миру. Соответственно, эти серверы могут быть запущены блокчейн-энтузиастами, то есть так же, как и нода биткоина, и они получают с этого доход по механизму стейкинга. Вот. И мы получаем децентрализованную альтернативу AWS, которая называется Flick. Этот Flick работает на протоколе IPFS, и, соответственно, все веб-приложения, которые загружаются на Flick,
они загружаются через протокол IPFS. Мы тоже рассмотрим, что это за протокол и как наш онлайн-гипермаркет на блокчейне развернуть на флике с помощью протокола IPFS и как подключить к нему сабграф, который будет тянуть данные из блокчейна в наш онлайн-гипермаркет. Например, по токену, которым предполагается расплачиваться в этом гипермаркете, то есть GRT, например, либо USDC на блокчейне Base. То есть мы можем выбрать самые разные монеты, токены, вообще не важно. В принципе, вводная часть закончена, можно приступать к разработке нашего децентрализованного веб-приложения, но хотелось бы спросить, какие у вас есть вопросы по сказанному перед тем, как перейдем к разработке. У меня есть интернет, только там не мобильный, а домашний, который немножко странно работает, но я не думаю, что будет проблема, честно, я постараюсь сделать. Хорошо, то есть нам главное, чтобы вы могли разрабатывать на ноутбуке сейчас и затранслировать нам экран, если что, либо скинуть скриншот, если там будет какая-то проблема у вас. Я скриншотами буду кидать. Вы можете сфоткать просто экран телефоном, да, если что? Ну, я думаю, тогда, в принципе, это решаемо. То есть, если получится, тогда подсоедините, пожалуйста, телефон к ноутбуку через провод, и чтобы через USB раздавать мобильный интернет на компьютер. Если не получится, тогда, если что, просто будете скидывать скриншот вашего компьютера, вашего экрана в чат. Мы будем смотреть, какая-то там ошибка. Арсений, если у вас какие-то проблемы с ноутбуком, то есть вы можете, если что, затранслировать экран, там скинуть код, все нормально? Да, я все могу сделать, у меня все это стабильно работает. Хорошо, тогда, Никита, предлагаю тогда начать пилить сабграф на Base, и потом перейдем тогда к загрузке его на GitHub, следующий шаг. И если успеем, уже будем переходить к изучению IPFS и деплоя веб-приложения на флике с GitHub. То есть такой предварительный план. То есть тогда приглашаю вас показать, как разрабатывается сабграф на блокчейне Base. Так. Так, шарю скрин. Видно? Да, мне хорошо видно. Ребята, как вам? Нормально все? Так, ну вот, это сайт Флика, как он выглядит. То есть здесь могут храниться различные проекты и различные сайты. Вот здесь у нас 3 проекта уже есть. Вот. Submit form, это project. Вот. Так, чтобы разработать сабграф, это мы зайдем в Graph Studio и создадим новый сабграф. Так, ребята, ну, в первую очередь вопрос Анне и Антону. Ой, извиняюсь, Арсению. По разработке сабграфа самой вам известны какие-то предварительные сведения, вот что вообще Никита сейчас делает? Либо же стоит какое-то краткое введение все-таки объяснить, что происходит? Никогда не Мне известно почти ничего. Так, Анна почти ничего, а Арсений, у вас есть какие-то сведения? Я так понимаю, тоже. Хорошо, тогда буквально в течение 5 минут объясню, что такое сабграф. В общем, есть веб-приложение на блокчейне, например, трейдерское, которому нужно получать данные о том, что происходит в блокчейне вообще. Чтобы отображать котировки криптовалют, транзакции, активность в сети, сколько чего кто продает, покупает, динамика цен, эти все данные тянутся с блокчейна. Это просто частный пример. То есть может быть какая-то игра на блокчейне, и нужно тянуть оттуда, какие кому монеты начислились, какие очки, еще что-нибудь. И есть проблема, то что с блокчейна все эти данные тянутся через централизованный сервер. То есть вот есть какой-то один сервер,
и он тянет эти данные из блокчейна и подгружает их в приложение или в игру. Это ненадежно. А почему? Сервер может ляснуться, полететь, электричество в дата-центре может отрубиться, какой-то злоумышленник может подменить данные на сервере. То есть это все ненадежно. Нужна какая-то децентрализованный механизм экстракции данных из блокчейна. То есть как это делается? Разработан движок ZGraph. Это множество блокчейн-нод, на которых крутится программное обеспечение индекса. И это программное обеспечение индексирует блокчейны и извлекает из них данные. Если вы проходили курсы на ZGraph Академии, то вы, в принципе, помните, как работает индексер и как он получает награду децентрализованно за свою деятельность в токенах GRT. Соответственно, SubGraph – это API-шка, Application Programming Interface, через который тянутся данные из блокчейна в веб-приложению. То есть, смотрите, блокчейн написан на одной веб-технологии с применением каких-то программных технологий. Одних это могут быть языки там Solidity, Rust, еще какой-то, может быть C++, а веб-приложение вообще разработано на других фреймворках, на других технологиях. Может это Node.js, может быть это еще что-нибудь, может это вообще там какие-нибудь мудреные технологии узкого формата. Их надо как-то соединить. То есть, чтобы соединить, нужна прокладка. И в виде ее выступает SubGraph. Да, что вопросы, может быть, будут после, наверное, воркшопа. Когда посмотрим видос, и тогда, может, вопросы будут, я не знаю, пока. Хорошо. Анна, у вас все так, какое-то представление сложилось, что сейчас вообще Никита будет делать? Да, уже сложилось. В принципе, пока вопросов нет, я потом посмотрю видео. Ага, окей. Никита, тогда сбросьте ссылку ребятам на SubGraph Studio, и пускай ребята тоже вместе с нами подсоединяют MetaMask. Вот. И, получается, жмут кнопочку Create SubGraph. То есть установим тогда граф-клиент им на локальные машины. Окей, хорошо. Так, сейчас кину. Нажмите на значок телеги. Да, здесь не очень удобно. На значок телеграмма на левой панели. Нет, на левой панели, да, на баш. Здесь вот есть Graph Explorer, в котором отображаются все сабграфы, которые были созданы. Вот мы там создавали такой сабграф, как MyGraph. Так, сейчас мы найдем. Вот он. Вот, и также здесь их всего где-то около 2000, по-моему. Вот, так. Чтобы работать с SubGraph Studio, нужно еще подсоединить еще MetaMask в браузер в качестве расширения. Вот, здесь у меня extensions, это расширение в браузере. Здесь вот есть MetaMask. Это браузер, это Brave, но в принципе это можно поставить в любой браузер. Там, и в Chrome, например, вот есть расширение. Так, extensions, например, и тоже можно поставить MetaMask, или там Firefox, какие-нибудь там, так, это расширение. Вот значок расширения, и здесь тоже стоит MetaMask. Вот. Когда у вас стоит уже MetaMask, то можно создавать SubGraph. Нажимаем кнопку Create SubGraph и вводим какое-нибудь название. Там, например, там SubGraph
там for эфир, например. Не, мы же будем делать для бейза, наверное, как в оригинале. Или вы считаете, что можно на эфире сделать тогда Ну, для давайте нашего? сделаем на бейзе. Subgraph for base. Ребята, у всех получилось подсоединить MetaMask к Subgraph Studio? Все в порядке? Это обычно при первой загрузке. У нас Вячеслав присутствует. Вячеслав, как у вас дела? Здравствуйте. Всем привет. Все прекрасно. Отлично. У вас получилось подсоединить MetaMask к Graph Studio? Конечно. Ага. Анна, у вас все успешно? Видите вкладку Create a Subgraph? Так. У Анны, наверное, что-то опять с интернетом. Арсений, как у вас дела? Получается подсоединить MetaMask к Subgraph Studio? Что? Анна, мы интересовались, получилось ли у вас подсоединить MetaMask к Subgraph Studio? Во-первых, я забыла выключить микрофон, и с вами разговариваю с выключенным микрофоном. Я сейчас стараюсь подключить, у меня просто очень плохой интернет. Я минуты 4 грузила просто страницу сейчас, извините. Я буду медленной, потому что у меня нет интернета быстрее никакого. Хорошо. Высвечивается лейбл, то, что это название свободно, available, и нажимаем кнопку Create Subgraph. Subgraph created. Здесь можно написать еще какое-нибудь описание для него, так, типа Subgraph or workshop. И здесь отображаются команды, что с ним делать дальше. Нужно установить командную строку для работы с графом. Это можно сделать с помощью NPM или же с помощью Yarn, в зависимости от того, что у вас стоит на компьютере. Так, у меня уже эта командная строка уже установлена. Вот. То есть, если сейчас ввести эту команду, в принципе, то есть он покажет, что все уже установлено. А у вас, если командная строка для работы с графом еще не установлена, тогда стоит ее установить. Да, то есть сейчас нужно просто скопировать вот эту команду, которую Никита у себя запустил, и посмотреть на вывод в командной строке. То есть, можете забрасывать скриншоты, у кого что показывает, в ветку воркшопа, мы посмотрим. Если все пройдет нормально, то перейдем к следующей команде. Если там какие-то затруднения, будем фиксить. Это то, что мы создавали папку блокчейна на диске, да, это вот, да? Что еще раз? Это вот то, что мы создавали папку блокчейна на диске D, я помню. Вот туда грузили еще Node.js, по-моему, и разрабатывали... Да, это... В том числе эта папка тоже нужна, и там можно, в принципе, и использовать ее и для Subgraph тоже. Так, здесь нажмем Save, чтобы сохранить это описание. И сделаем инициализацию Subgraph. Подождите, а нужно как-то установить его или что? Вот Subgraph, я пропустила момент, не грузилась. Установить нужно Subgraph CLI, вот это, с помощью вот этой команды npm install g graph protocol graph CLI.
Вот, Ну, вот можно я и вижу, ее да, мне куда скопировать. вводить? В командную строку или куда? Да, в командную строку. Здесь у Он мне меня это выдал в Linux. командной строке, что это не моя команда, и все. Администратор жми, там, зайди. Да, нужно, если это Windows, тогда нужно выполнить с помощью администратора. Там можно запустить там командную строку как администратор. Вы можете сбросить просто скриншот вашей командной строки, вашей ошибки, мы посмотрим. Так будет гораздо быстрее. Потому что на слух мы можем вообще не так интерпретировать вашу ошибку. А куда скидывать? Он не установлен, тогда заходите на сайт Node.js. Так, сейчас. И нажимаете на кнопку Download Node.js. Вот это вот. И потом просто на Windows просто устанавливаете из распаковщика. Хорошо. Так, просьба, у кого разговор через микрофон транслируется, просто временно отключить микрофон, чтобы, кнопка в Телеграме вот эта вот нижняя. Вот. Ну и просто включать, когда нужно что-то сказать. То есть так будет удобнее. Так, Анна, Арсений, я так понимаю, у вас идет и Вячеслав, закачка Node.js со страницы, которую Никита продемонстрировал. Никита, и выберите окно с браузером в вашей трансляции. Да. Вот, Екатерина, Арсений транслирует сайт Node.js. Нажимаете Download Node.js, ориентироваться. У Анны вообще отвалился интернет, видимо. Я так Вроде понимаю. бы вернулся. Потому что он совсем не работал какое-то время. У вас получилось установить Node.js? Не понимаю, где мне установить правду. Мне просто несколько ссылок, что из этого я ничего не понимаю. А у вас есть командную строку для заграфа с помощью... Это вот NPM, блин, как оно? Оно устанавливается вместе? Да, NPM уже тоже становится вместе с Node.js. И с помощью него можно будет установить тогда уже командную строку для заграфа. Вот, с помощью которой можно уже работать с заграфом. Вот, мы тогда потом будем инициализировать subgraph с помощью команды graph init. Так, я вижу, Арсений уже установил Node.js, правильно? И пытается установить командную строку для графа. Угу. Проверьте эту версию NPM. Вот. И если она уже есть, тогда устанавливайте командную строку.
Да, npm пробел дефис v или дефис version. Оно... Давайте тогда подождем Вячеслава. Я думаю, Никита, это будет успех, если мы добьем у всех ребят установку граф клиента просто за сегодняшний воркшоп. Да, я думаю тоже. А уже инициализировать сабграф и деплоить его будем на следующем воркшопе, как и грузить его на GitHub и составлять описание. Потому что, в принципе, я думаю, и так уже много новой информации. И мы уже, по сути, на 5 минут больше запланированного времени сидим. Времени воркшоп идет. Что-что? Как обычно воркшоп идет. Должен, по крайней мере. Не совсем понял вопроса. Уже как бы 10 минут прошло. Только как он должен как бы закончиться. Сколько должен вообще идти? Не совсем понимаю. Ну, сформулируйте более детально, что вы имеете в виду. Не понимаю смысл реплики. Хорошо. Сколько идет в общем воркшоп? Вот сейчас, как говорите, 10 минут. То есть он всего идет час? 55 минут. Час идет, некоторые могут идти 1,5 часа. Ну, зависит от того, как мы быстро успеваем. То есть нам нужно хоть что-то успеть сделать, вот какую-то жирную точку поставить, что мы чего-то достигли по результатам воркшопа. Вот. Сегодня у нас будет ближайшая жирная точка, это установка графа клиента вам на компьютер. И в целом время у нас закончится уже. А на следующем тогда уже будем работать с сабграфом на блокчейне Base. То есть мы уже проводили воркшоп, где на эфире разрабатывали, а сейчас будем на Base, чтобы максимально приблизить вас к условиям хакатона. Потому что на эфире это проще делается. А более продвинутые блокчейны, такие как Base, они там требуют более такого детального подхода. Так, у Арсения у нас успех. Вячеслав, у вас что с установкой? Так, да, это все верно. Нажимаете Next. И следуйте Еще идет. принцип. Жду загрузки. Пока что ничего не происходит. Загрузки чего? Ну, я ввела npm install граф протокол. Угу. И видишь, сам внизу полосочка крутится, может, она грузит. Да, она крутится, я поэтому просто жду, пока нам хоть что-то произойдет. Нет, все в порядке. Так и должно быть. Это некоторое время занимает. А после установки, ну, то, что мы сделали, npm install, граф протокол, граф CLI, что нужно дальше делать? Дальше следуйте вот этим инструкциям ниже. Тут это после install graph CLI идет init. Вот, и тоже копируйте эту команду graph init и
инициализируете сабграф. Да, только там ребятам надо было создать сабграф с другим названием. Я думаю, могут быть проблемы, если они скопировали то же название, что и у тебя. Ну, возможно. Не, но если его не паблишить, то этих проблем не будет никаких. Это может, если там запаблишить. Да и в принципе у каждого сабграфа же есть свой хэш, и он уникальный, поэтому... Ну да. Только что в поиске будет там, будут несколько сабграфов с одинаковыми именами, а так Да, все равно они будут разные по своей сути. А нужно какой именно? Который создал я или который у вас? Который вы создали. Это вот команда также выглядит граф, init, Flag Studio, а тут название именно вашего сабграфа. То есть, если вы назвали сабграф так же, как и у Никиты, то не будет проблемы. Да. С вероятностью... Его нельзя называть таким же именем. Там проверяется уже уникальность при создании. Это опять же, если они уже запаблишены, это тогда. Поскольку он еще не запаблишен, он просто находится на локальной машине, то там он еще не знает, что такое имя есть. Но мы это проверим тогда все равно. Даже так интересней. Просто что будет. Мы еще с таким не сталкивались. Наверное, ошибка, потому что у него очень медленный интернет, и он ничего не скачал толком. У него есть какой-то лимит по времени на установку. У вас... Эта ошибка, она из-за медленного интернета. Econ Reset. Вот. Надо попытаться еще раз установить. Устанавливается git, все хорошо. Так, ждем. Сейчас будем фиксить. Никита, давайте пофиксим Арсения и Анну, и, наверное, будем заканчивать. Да. И на следующем тогда уже будем делать... Может, без меня заканчивать, я сама догружу уже. А что у вас, на каком этапе вы застряли? Ну хорошо, ждем Арсения, посмотрим, все ли будет нормально, и тогда будем заканчивать. Так, Арсений, у вас получается прогнать команду по установке граф клиента? Ошибка с гитом ушла или до сих пор присутствует? Надо добавить его папку в %pav. Покажите, что там не так.
Покажите командную строку. Ну, пробейте еще раз при нас. Git was not found. Тут еще нужно приписать будет эту переменную. Это нужно открыть мой компьютер в Windows. Ну, откройте, потому что у меня Windows нету, у меня Linux. Затранслируйте весь экран, Арсений, у вас только командная строка транслируется. Да, вот так. И откройте мой компьютер. Ну, или файловый менеджер, как он сейчас называется там в Windows. Да, вот этот. Мой компьютер. Теперь правой клавишей мыши щелкну типа, да, свойства. Да, все верно. Дополнительные параметры системы, переменные среды. И нужно в переменную pass дописать путь, куда установлен гид. Вот. После изменения переменных сред может понадобится перезагрузить компьютер. Да, и после этого уже выполнить инициализацию с графа. Хорошо, я тогда, Никита, предлагаю, пускай Арсений перезагружает компьютер и попытается пофиксить эту ошибку. Если вдруг будет очень тяжело, мы тогда стартанем со следующего воркшопа ее фиксить и уже непосредственно будем разрабатывать сабграф на клиентской машине. То есть, я думаю, можно на этом закончить. Тогда спасибо всем за участие. В принципе, продвинулись неплохо. Для новичков в блокчейн-разработке достаточно хороший результат. Вот, поэтому анонсируем тогда воркшоп на следующую неделю, следующий. Возможно, по этой теме, возможно, будет это плюс еще одна. Будем смотреть. Вот, всем хорошего вечера, успехов и остаемся на связи. Всем хорошего вечера. И вам спасибо. Спасибо. Хорошего вечера.